Итак, дипломаты обоих государств не могли продолжить переговоры без новых правительственных инструкций. В конце января 1773 года Обрезков получил правительственный рескрипт с ответом на его запрос. В нем заключались следующие требования к Порте: предоставить независимость крымским татарам с передачей им Крымского ханства, за исключением Керчи и Еникале, которые должны были остаться за Россией, а также передать России Азов и Кинбург. Османской границей должен был стать Днестр, а границей России — Буг, до соединения его с Днепром. Далее говорилось о свободном мореплавании всякого рода российских судов без малейшего притеснения по всем морям, омывающим берега блистательной порты. При условии принятия всех этих требований Обрезков от имени России предложил Османской империи возвратить все остальные завоевания, включая Валашское и Молдавское княжества. Османский представитель Абдул-Резак не торопился с ответом. Он переслал копию рескрипта в Стамбул и только на последней конференции, состоявшейся 9 марта 1773 года, сообщил о полученной им решительной резолюции султана. Османское правительство выразило полное несогласие как с независимостью Крымского ханства и передачей России крепостей на Крымском полуострове, так и со свободным мореплаванием по Черному морю и коммерцией. Взамен султан предложил оплатить военные расходы России в размере 12 миллионов рублей, а за отказ от Керчи и Еникале обещал 9 миллионов рублей. Такое положение вещей не устраивало русское правительство. К тому же срок перемирия истек, и дальнейшее пребывание послов в Бухаресте было бесполезным. Несмотря на то, что Бухарестский конгресс, длившийся почти 5 месяцев, не привел к заключению мира, тем не менее он являлся важным этапом в подготовке к Кучук-Кайнаджирского мирного договора 1774 года. Неудача Бухарестского конгресса привела к новым военным действиям. Однако силы обеих сторон были на исходе, и несмотря на переменные военные удачи и поражения как Порты, так и России, мир был необходим обеим империям. К осени Россия начала сдавать свои позиции, а в сентябре 1773 года ее силы значительно подорвало восстание, переросшее в крестьянскую войну под предводительством Емельяна Пугачева. Поэтому российское правительство решило как можно скорее заключить мир с Портой. Весной 1774 года царское правительство еще раз пересмотрело условия мира и внесло изменения. Удовольствоваться получением вместо Еникале и Керчи Кинбурнской крепости, с тем, чтобы и Порта оставила крымским татарам все крепости в Крыму, на Тамане и на Кубани, также и одним плаванием торговых судов. Навязанный в 1772 году крымско-татарской знати договор о независимости ханства тоже постепенно терял свою актуальность по вине самих же инициаторов этой идеи. Русская администрация стала отбирать у населения их земли, частную собственность и личное имущество в гораздо большем количестве, чем было указано в мирном трактате, тем самым откровенно нарушая условия договора. Такое положение вещей вызвало возмущение со стороны крымского хана Сахиба Гирая, и на собрании Малого дивана совместно с беями и мурзами он принимает твердое решение расторгнуть трактат. Таким образом, единственное дипломатическое средство – договор, указывающий на согласие Крымского ханства с независимостью и присутствием на его территории русских, терял свою юридическую силу, и в Петербурге это хорошо понимали. Но снова прибегнуть к силе оружия не решались из-за нестабильного положения в самой стране. Русские войска терпели военные неудачи от турок на Дунае. Безрезультатно окончились и попытки активных действий русских войск в октябре 1773 года под Варной и Шумлой. А между тем на Кубани вспыхнуло восстание нагайцев,
недовольных политикой притеснения со стороны России. Принять меры удалось только против кубанских нагайцев, ставших жертвой излюбленного средства – карательного похода под руководством полковника Бухвостова. Но и это было временно. На Кубани готовился новый мятеж под началом принца Девлета-Герая, грозивший перекинуться на остальные области Крымского ханства, чего Россия не могла допустить. Поэтому в Петербурге приняли решение по настоящим обстоятельствам нужду в скором мире. Однако в Стамбуле думали иначе. Возмущенный выдвинутыми требованиями русского правительства на заключительном этапе Бухарестского конгресса, султан Мустафа III не был намерен идти на уступки противнику, и о заключении мира вопрос уже не стоял. Пользуясь поддержкой Франции и Австрии, он распорядился стянуть значительные силы османской армии к основному Дунайскому театру военных действий. Это насторожило Екатерину, которая еще в январе 1773 года категорично требовала свободного плавания военных кораблей по Черному морю и проливам и была готова продолжить войну. Но обстоятельства изменились. К тому же русская армия значительно ослабла, и было принято решение пойти на компромисс и удовлетвориться только Кенбургской крепостью. Неизвестно, как бы далее развивались события и сколько бы длилась война между Османской империей и Россией, а также каковы были бы условия мирного договора, если бы в декабре 1773 года в Стамбуле не умер султан Мустафа III, ярый противник Российской империи. Его преемник Абдуль-Хамид I без всякого энтузиазма смотрел на продолжение военных действий и поручил великому визирю Махсуд-Заде выдвинуть России условия, в случае принятия которых мирные переговоры будут возобновлены. Требования заключались в том, что крымский хан должен был получать благословение султана, как халифа всего мусульманского мира, на ханский престол. Крепости Керчи и Яникале должны остаться во владении крымских татар, а на Черном море разрешалось торговать только простым купцам без пушек и оружия. Россия стремилась поскорее прекратить войну и на выдвинутые условия согласилась, в надежде выторговать желаемое в процессе мирных переговоров. И уже в апреле 1774 года граф Румянцев послал великому визирю ноту, в которой сообщал о своей готовности принять предложение Абдуль-Хамида I. 4 июля османские уполномоченные прибыли в деревню Буюк-Кайнарджи, расположенную неподалеку от деревни Кучук-Кайнарджи. Граф Румянцев, который уже находился в Кучук-Кайнарджи, послал к ним для приветствий и поздравлений полковника Петерсона. 5 июля османские представители Ресми Ахмед Эфенди и Реис Эфенди Ибраим Мюниб со своей свитой прибыли в деревню Кучук-Кайнарджи. В тот же день османские и русские уполномоченные вступили в переговоры, которые продолжались с 11 утра до 2 часов дня. Стороны сразу же пришли к мнению, что мирный договор будет подписан в течение 5 дней. Румянцев выторговал главную уступку у османских послов. Россия все же получала Керчь, Яникале и Кенбурн вместе с территорией между Бугом и Днепром. Все остальные крепости в Крыму, на Кубани и на острове Тамань и прочие земли, бывшие во владении Крымского ханства, оставались крымским татарам. Взамен Россия вынуждена была согласиться оставить Порте города Очаков с древним его уездом, возвратить Бессарабию, Молдавию и Валахию со всеми городами и крепостями. 7 июля переговоры велись об оставшихся пунктах, в частности, о Черноморском судоходстве. 8 и 9 июля переговоры длились до позднего вечера. И, наконец, 10 июля 1774 года по юлианскому календарю в деревне Кучук-Кайнарджи наступил решающий день. Последние переговоры
длились от полудня до 7 часов вечера и завершились подписанием долгожданного мирного договора на обоюдных условиях. Договор на османском и итальянском языках подписали с османской стороны Рисми Ахмед Эфенди и Риис Эфенди Ибраим Мюниб, а на русском и итальянском с другой стороны подписал генерал-поручик князь Николай Репнин. Теперь предстояло утвердить все статьи мирного договора великому визирю и фельдмаршалу Румянцеву. Что они и сделали 15 июля 1774 года. Только после этого окончательное подписание Кучук-Кайнарджийского трактата было завершено. Тут же обе стороны во все концы разослали курьеров с приказами о прекращении военных действий. Подписание этого мира принесло Крымскому ханству так называемую независимость. Артикул 3 гласил: «Все татарские народы – крымские, буджатские, кубанские, едисанцы, джамбулуки и едичкулы – без изъятия от обеих империй имеют быть признаны вольными и совершенно независимыми от всякой посторонней власти, но пребывающими под самодержавную властью собственного их хана чингисского поколения, всем татарским обществом избранного и возведенного, который да управляет ими по древним их законам и обычаям, не отдавая отчету ни в чем никакой посторонней державе. И для того ни российский двор, ни оттаманская порта не имеют вступаться как в избрание и возведение помянутого хана, так и в домашние, политические, гражданские и внутренние их дела ни под каким видом, но признавать и прочитать онную татарскую нацию в политическом и гражданском состоянии, по примеру других держав, под собственным правлением своим состоящих, ни от кого, кроме единого Бога, не зависящих. В духовных же обрядах, как единоверные с мусульманами, в рассуждении его султанского величества, яко верховного калифа магометанского закона, имеют сообразоваться правилам, законам их предписанным, без малейшего предосуждения, однако ж утверждаемой для них политической и гражданской вольности. Российская империя оставить сей татарской нации, кроме крепостей Керчи и Яникуля, с и уездами, и пристаньми, и обещается по постановлении мирного трактата все свои войски вывести из их владений. А блистательная порта взаимно обязывается равномерно отрешись от всякого права, какое бы оное быть не могло, на крепости, города, жилища и на все прочее в Крыму, на Кубани и на острове Тамани лежащие, в них гарнизонов и военных людей своих никаких не иметь, уступя оной области таким образом, как российский двор уступает татарам в полное самодержавное и независимое их владение и правление. Також наиторжественнейшим образом блистательная порта обязывается и обещает и впредь в помянутые города, крепости, земли и жилища гарнизонов своих и всяких, какого бы звания ни были, своих людей военных вон и не вводить и там не содержать. Ниже, во внутри области сейменов или других военных людей, какого бы звания ни были, иметь, а оставить всех татар в той же полной вольности и независимости, в каковой Российская империя их оставляет. Как видно из основного пункта трактата, крымские татары были признаны вольным и независимым народом. Подтверждался государственный суверенитет ханства и крымско-татарского народа, к которому возвращались все захваченные города, крепости и селения.
И крымские татары по-прежнему оставались духовными подданными халифа-султана, которому была дана власть утверждать избранных крымско-татарской бейской верхушкой крымских ханов.